приходит и уходит с земли. Ничего, такая жизнь, и с этим мы привыкли, мы понимаем, что это неизбежно. Но бывают такие моменты вот в истории человечества, в истории стран, в истории людей, когда люди, которые ушли, они остаются. Они должны оставаться, если эти люди выполнили свой долг полностью, если они сделали то, что они могли сделать. Слова Леонида Ирмовича Левина, известного журналиста и полиграфиста, врезались мне в память, когда мы работали над первым проектом бессмертного полка в столице Якутии. Бессмертный полк стал настоящей памятью поколений. Но все-таки память поколений – это прежде всего память о людях, которые выполнили свой жизненный долг во имя семьи, для родных и близких и для страны. Это частичка истории каждой отдельной семьи и в итоге истории всей нашей страны. Леонид Ирмович вывел удивительное определение памяти поколений. Память должна быть активной. Как только память превращается чисто в ритуал, она становится ритуальной памятью. Люди знают, что они должны возложить цветы, это важно, это нужно, это все. Поэтому мне казалось о том, что надо уходить вообще от этих чисто вот ритуальных вещей, и надо приходить вот к этим семейным традициям, чтобы одно соединялось с другим. Определение Леонида Ирмовича, которого уже нет с нами, предопределило действия людей в наши дни. Одним из примеров стал поступок общественника, инвалида первой группы по зрению Сергея Хромова, который благоустроил свой двор в память о своей матери, посадив 64 березы у дома собственными силами. Я вот этим поступком выражаю любовь к своей маме и память. Согласовал в администрации города, в строительном округе, посадил 64 березы, металлическое ограждение, упоры против машин, чтобы не заезжали. И, уважаемые жители нашего города, не стесняйтесь выражать свою любовь своим живым родным. А если они уходят из жизни, не стесняйтесь благоустраивать наш город в память и тем самым показывать свою любовь и верность. Любите родных сильно, 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 очень сильно. Пример Сергея может помочь людям понять, что пора переходить к активной памяти. Поэтому СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» вместе с музеем города Якутска решила объединить ритуальную и активную память, сделав реальной память поколений. В столице Якутии достаточно много заброшенных кладбищ. Мы обратили внимание на одно из них, находящееся в местности Хатынурях. На кладбище покоится поколение людей, на долю которых легли все трудные времена истории Якутии и России. И революционное время, и гражданскую войну, и Великую Отечественную войну. Мне кажется, они по определению все герои, потому что они сделали все для того, чтобы наша страна сохранилась, для того, чтобы наша страна выстояла в Великую Отечественную войну. Кто-то на фронтах, кто-то здесь в тылу. Многие надгробия представляют собой вот такие пирамидки, которые характерны для советского уже времени. Ими частенько заменяли кресты на старых могилах, такое тоже бывало. Даже здесь есть имя, если мы сейчас внимательно присмотримся, то мы сможем даже его прочитать. Терентьев Дмитрий Павлович. На кладбище оказался надгробный камень с выбитыми надписями еще из прошлого века. Плита – это главная достопримечательность, главное свидетельство того, что это кладбище достаточно древнее. Я проводила специальное исследование, посвященное надгробным памятникам в Центральной Якутии. И оказалось, что вот такие плиты, они были очень характерны для оформления погребений, начиная где-то с второй-трети 19 века и заканчивая 20-ми годами 20 века. Эта плита, она, в общем-то, даже оформлена очень характерным образом. Здесь вот по углам, тоже она очень плохой сохранности, к сожалению. Но мы умудрились разглядеть здесь, вот видите, здесь остатки фигурок ангелочков. Конструкция трехарок. Изображение, оно такое синкретическое, оно содержит русские христианские традиции и якутские традиции вместе.
чем, собственно, она интересна, да. Судя по тому, что текст здесь содержит яти и твердые знаки, безусловно, эта плита сделана где-то в промежутке от 1800. Ну, судя по всему тому, что вот мы тут увидели, что погребенный родился где-то вот в 1850 каком-то году, да, тут цифры уже нет дальше. Она сделана во второй половине 19-го или в начале 20 века, буквально в первые 2 десятилетия 20 века. Как бы стало известно, что вот этот вот небольшой фрагмент остался от старинного кладбища, которое принадлежало казачьему роду Новгородовых. Этот род имел здесь большое количество заимок в этом районе. Дело в том, что большинство старожильческих родов города Якутска, они с течением времени породнились. И очень много фамилий, они являются родственниками в той или иной степени. Ну, вот, например, связаться с представителями рода Новгородовых, которые, собственно говоря, должны были бы беречь и хранить вот это кладбище, нам помогла Людмила Николаевна Жукова, которая по своему родовому происхождению Попова. Поповых у нас много, у нас есть поповы представители разных сословий, но, наверное, самый известный род – это священнический род Поповых, очень большой род, который здесь в Якутске много столетий блюл христианскую веру. Дедушка Людмилы Николаевны Жуковой, Григорий Андреевич Попов, он является первым историком города Якутска. К сожалению, здесь почти все могилы безымянные, но, в общем, ничего удивительного в этом нет, потому что близкие люди, они, как правило, не нуждаются вот в этих надписях, да, вот если посмотреть сельские кладбища, допустим, там тоже надписи частенько не бывает. Вот наличие той плиты каменной говорит о том, что кладбище-то достаточно древнее. Такие плиты клали на могилы во второй половине 19-го и первом десятилетии 20 века. То есть кладбище это старинное. И поэтому имеет смысл попытаться присвоить ему статус достопримечательного места, чтобы сохранить память об этих людях, которые осваивали здесь все, которые здесь жили. Национальный архив Якутии провел исследование исторических фондов и предоставил историческую справку. Оказалось, что этот погост имеет достаточно древнюю историю, находится по тем временам в местности Ураха, на дороге, ведущей в село Маган. Сложность состояла в том, что земельный участок старого кладбища надо привести в соответствующий вид использования. И здесь неоценимую помощь оказала окружная администрация и глава города Якутска Евгений Григорьев. Главный архитектор столицы Якутии Сергей Семенов и Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры встретились с жителями прилегающих территорий и родственниками захороненных людей. Мероприятий по какому виду разрешенного использования будут формироваться земельного участка. Тут у нас стоит 2 мероприятия, по которому нужно будет с вами согласовать. Первое, если мы будем его формировать как территорию общего пользования, то получается никаких мероприятий о существовании здесь кладбища как в принципе такового не будет. Он будет формирован как территория общего пользования в виде общественного пространства или сквера. Один из видов. Он наиболее-менее безопасный. Был создан предварительный план-эскиз с консультациями Центра компетенции «Лето». Благодаря участию в народном бюджете города Якутска и поддержке Якутской городской думы началось реальное воплощение первого этапа проекта сквера. Здесь началось строительство изгороди, а точнее такого ограждающего сооружения, утвержденного главным архитектором города Якутска. Это является первым этапом создания сквера памяти поколений Новгородовский погост. Благодаря окружной администрации, главы города Якутска и особенно Якутской городской думы данный участок уже переведен под сквер. Это очень серьезная и кропотливая работа, она еще не закончена. Теперь этот участок вносится в государственный реестр, и здесь появится скоро настоящий сквер памяти поколений. По объективным причинам выдача разрешения и соответствующих документов затянулась, но благодаря участию местных жителей прилегающих территорий запланированное благоустройство начало возводиться с опережающими темпами.
эта местность как бы начала облагораживаться. Уже сразу же все, вот мы решили даже принять это участие. Ну, попросили, решили помочь, чтобы здесь жители, как мы, ну, чтобы было все хорошо. Я проживаю тут рядом, просто помогаю как бы облагораживать как бы эту территорию. Наконец-то хоть узаконили этот участок, проезд все сделали. Наступил торжественный момент. В открытии сквера «Память поколений» Новгородовский погост приняли участие родственники захороненных людей, семьи Новгородовых, Лукиных, Сергеевых и многих других, а также жители прилегающих к скверу территорий. Открытие нашего сквера состоялось. На самом деле в Якутске таких мест, чтобы вот жители возле себя вот такие вещи начали делать, согласовали это дело, соответственно, установку этих скверов, их почти нету. Их нету. Мне кажется, вот в одни из первых. Олег, вот это сделали, да? И большое, конечно, вам спасибо за это мероприятие. Важно, что мы начали вспоминать историю. Много лет мы просто как-то закрыли глаза, старались не смотреть на это безобразие, которое здесь было. Таких мест на самом деле очень много в городе. И вот та история, 390 лет городу, мы пытаемся сохранить, что-то поднять, да, для нас самих, для наших детей. Это очень важно, потому что на самом деле это такой стержень, на котором держится вся основа. Еще раз, Олег, большое тебе спасибо, большое спасибо всем, кто откликнулся. Я думаю, что вам есть чем гордиться, своими предками, которые здесь лежат. И надо показать пример другим, ныне живущим в городе Якутске, большим родам, у которых большая история, как надо относиться к своей истории своих семей. Все участники открытия сквера выразили слова благодарности в организации первого этапа сквера и выразили надежду, что состоится второй этап восстановления памяти поколений.